Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире «Арена событий» – программа для тех, кто хочет знать события в лицо. С вами Владимир Сенюшкин. Уже третий год, 20 ноября, на территории России проводится День правовой помощи детям, приуроченный к празднованию Всемирного дня ребенка, отмечаемого 20 ноября, в честь принятия ООН в 1959 году Декларации прав ребенка и принятия в 1989 году Конвенции о правах ребенка. Послушайте, скажет зритель, не взяли по-русски? Декларация, конвенция. В чем разница-то? Вот с этого вопроса я и начал свою беседу с уполномоченным по правам ребенка в Республике Саха Анной Соловьевой. Декларация – это предложение. Оно всего было очень коротенькое, можно сказать, практически на одном листочке, в котором говорилось, что ребенок – это тот же человек, но в силу своих умственных и физических возможностей он очень уязвим и подвержен влиянию окружающей среды. Чисто человеческих взаимоотношений. И вот 30 лет нарабатывалась Конвенция о правах ребенка, закон о правах ребенка. Единственная страна, которая не ратифицировала, то есть не согласилась с Конвенцией о правах ребенка, это Соединенные Штаты Америки. Они наделили ребенка всеми правами, которые имеет человек, но не делают поблажку на его возраст. Скажем, все равно, несмотря ни на что, есть ювенальная юстиция. То есть юстиция, которая говорит о том, что дети все равно имеют снисхождение перед юридической составляющей. То есть они в силу своих возрастных особенностей не могут отвечать в полной мере, как взрослый человек. Не могут, хотя, безусловно, на несовершеннолетних распространяются как права, так и обязанности. И День правовой помощи детям касается не только родительской компетентности, юридической защиты детей, но и воспитания ответственности у подростков. И в этом смысле республиканское юридическое сообщество к сегодняшнему дню имеет хороший опыт. А если брать широко, то создание условий для счастливого детства является одним из приоритетов всех ветвей власти в республике. Республика является одним из пионеров в принятии закона Республики Саха-Якутия о правах ребенка. В настоящее время в республике реализуется национальная стратегия действий в интересах детей, утвержденная указом президента Российской Федерации от 1 июня 2012 года. И то, что в нормативно-правовом регулировании сегодня приняты достаточные меры, подтвердил уполномоченный по правам ребенка в Российской Федерации Павел Алексеевич Астахов. Якутским региональным отделением Всероссийского общественного движения «Матери России» инициирована разработка законопроекта об ответственном родительстве, который бы в первую очередь был направлен на укрепление традиционных семейных ценностей. Вы сейчас также работаете над законопроектом об ответственности родителей. Расскажите, пожалуйста, об этом подробнее, как он проходит и когда он будет принят. Значит, этот закон нарабатывался весь 2015 год. И с августа месяца, с начала августовского совещания педагогических работников, он был презентован. И, значит, прошло широчайшее обсуждение. Во-первых, 67% родителей все ознакомились, потому что оно было послано во все муниципальные образования. Значит, весь педагогический состав был ознакомлен, и даже дети были ознакомлены, что есть такой проект закона. Внесли более 300 поправок, замечаний, дополнений, изменений. И вот сейчас он находится в правительстве Республики Саха-Якутия, значит, и они рассматривают этот проект закона, и уже Государственное собрание Илтумен готово принять его для дальнейшей его разработки. То есть в 2016 год, я надеюсь, мы войдем с законом об ответственности родителей. На вашем сайте опубликована такая статистика, что из года в год наблюдается снижение обращений граждан к вам как к уполномоченному по правам ребенка. Это говорит о чем?
о том, что права ребенка признаны в Республике Саха-Якутия не только де юре, но и фактически. То есть население стало знать, что у ребенка есть права неотъемлемые, которые соблюдаются государством и, естественно, законопослушными гражданами. Мы считаем, что мы почти в 98 случаях процентах мы помогаем родителю, законному представителю, значит, правовую помощь. Мы ему подсказываем. И при том мы работаем в очень тесном контакте со всеми службами, начиная от силовых и заканчивая социальным обеспечением. И когда уполномоченный начинает работать по всем вопросам, которые возникли у родителя, то обычно это решается положительно. А с какими вопросами больше всего обращаются граждане? Ну, у нас самый животрепещущий и больной вопрос – это жилищный. И поэтому более четверти обращений – это крик о помощи, о том, что семья находится в трудной жизненной ситуации в связи с тем, что у семьи нет надлежащей жилплощади для воспитания, значит, обеспечения прав детей. Это самый животрепещущий вопрос. Второй вопрос – это алиментное содержание детей. Мы работаем конкретно с судебными приставами, мы стараемся помочь, чтобы все-таки дети получали алиментное содержание. Хотя это уже как бы, во-первых, родители некоторые не знают о том, что обязательно необходимо обратиться в судебные инстанции, чтобы получить алиментное содержание. И обычно они к нам приходят, мы всегда говорим, вы должны написать исковое заявление об алиментных обязанностях второго родителя. Только суд решает, в каком объеме должен оплачивать родитель за содержание своего ребенка. И потом наступает второй этап. Идут к судебному приставу по исполнению вот этих алиментных обязательств. Но это в том случае, если родитель не хочет исполнять решение суда. Я представляю, сколько случаев проходит через ваши руки. Может быть, расскажете о каком-нибудь вот последнем, запомнившемся? Например, вот последний случай. Вчера вечером мы работали, значит, с миграционной службой по поводу, значит, восстановления документов очень больной девочки. Мы обратились в Краснодарский край к уполномоченному. У нас есть ассоциация уполномоченных. Через нее мы вышли на архив ЗАГСа. И архив ЗАГСа, значит, согласился с нами, что я пишу письмо о том, что родительница является законным представителем ребенка, и она в течение суток, значит, выходит на миграционную службу на нее, между собой межведомственные у них получается, и получая надлежащий документ, удостоверяющий рождение девочки в течение суток, но это очень исключительный случай, когда просто на весы поставлена жизнь и здоровье этого ребенка. Я бы очень хотел, чтобы исключительными назывались другие случаи, когда жизни и здоровью ребенка помочь может только медицина, а ответственность за ущерб, нанесенный несовершеннолетнему, регламентируется статьями Уголовного кодекса. К сожалению, за последние 3 года у нас идет рост преступлений в отношении несовершеннолетних. И, конечно, там есть момент, где нам стоит задуматься всему обществу, республике, органам власти, что процентов 70 преступлений совершают родители, законные представители, родственники, близкие люди вот к этому ребенку. За 9 месяцев текущего года следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Саха-Якутия возбуждено 179 уголовных дел по делам о преступлениях, совершенных в отношении несовершеннолетних. Следует отметить, что наибольшее количество, в частности 53 уголовных дела, возбуждено по уголовным делам о преступлениях против жизни и здоровья несовершеннолетних, а также 97 уголовных дел возбуждено по уголовным делам о преступлениях против половой неприкосновенности несовершеннолетних, то есть изнасилование, насильственные действия сексуального характера и подобное.
Всегда, когда приводятся какие-либо цифры, стоит задуматься, это много или мало. Судите сами, практически каждые 2 дня в отношении детей и подростков совершается тяжкое или особо тяжкое преступление. Именно такие дела относятся к ведению Следственного комитета. В настоящее время идет судебный процесс по уголовному делу в отношении жителя столицы республики, который на протяжении нескольких лет совершал неоднократные изнасилования, а также насильственные действия сексуального характера в отношении своей несовершеннолетней падчерицы. Кроме того, следствие вменяет ему тот факт, что он вовлекал несовершеннолетнюю в распитие спиртных напитков, а также снимал свои преступные действия на камеру мобильного телефона. Преступлению предшествовали события следующего плана. Данный гражданин отбывал наказание в местах лишения свободы и в это время познакомился с жительницей города Якутска, которая имела свою несовершеннолетнюю падчерицу и маленького сына. По отбытии наказания мужчина начал совместное проживание с ней, и как раз-таки через несколько лет он начал совершать такие преступления. Следует отметить, что девочка не говорила об этом своей матери, потому что попросту боялась отчима. Преступление было выявлено благодаря бдительности родственников девочки, которые заглянули, можно сказать, в мобильный телефон злоумышленника и увидели там видеосъемку его преступных действий. Незамедлительно они сообщили об этом в правоохранительные органы. Злоумышленник сразу был задержан и впоследствии помещен под стражу. Также хотелось бы отметить, что он свою вину в совершенном преступлении признал частично, пояснив, что данное преступление он совершал по обоюдному согласию с потерпевшей. Однако следствие не вняло его таким доводом, и ему было предъявлено обвинение именно в совершении умышленных преступлений, то есть изнасилования, насильственные действия сексуального характера. В настоящее время уголовное дело находится на стадии судебного рассмотрения. Ожидаем ближайшего вынесения приговора. Совершенно не хочется заканчивать программу рассказом о преступлении и наказании. Просто помните, уважаемые взрослые, что и вы чьи-то дети. Были, есть и будете таковыми. Существует множество высказываний известных людей о детях. Мне, например, нравится выражение Василия Сухомлинского, известного педагога и писателя. Дети должны жить в мире красоты, игры, сказки, музыки, рисунка, фантазии, творчества. Я бы добавил. И, конечно, любви. Арена событий – программа для тех, кто хочет знать события в лицо. До свидания.